Родная сторона, там корни наши, там наши мысли и сердца живут. В очередной раз, собравшись вместе, творческая семья проводит многочасовые репетиции. Каждый сценарий и образ прорабатывается до мельчайших деталей. Собирают в репетиционном зале даже тех, кто не задействован в спектакле. Это лишний раз подтверждает ответственное отношение коллектива ТЮЗа к своей работе. В Ингушетию кукольный театр переехал из Грозного в 1994 году. Необходимо было развивать театральное ремесло у себя в республике, покорять ингушских юных зрителей. В те годы небольшой коллектив работал, не различая времени суток. Ведь все пришлось начинать абсолютно с нуля. Здесь было очень трудно, и ночевали в театре, и по 12-14 часов работали, не выходя из театра, потому что все время ночуешь в театре, живешь в театре. Вот. Так вот, худо-бедно начали, организовали театр. Сегодня я считаю, что этот театр на неплохом счету. И не только в республике, но и за ее пределами уже и о театре знают, и с удовольствием ждут, и принимают во многих регионах России. Этот путь для коллектива был тернистым. Отсутствие помещения создавало много трудностей. Не было возможности шить костюмы, мастерить куклы и декорации, да и репетиции проводились то здесь, то там. В один из прекрасных дней, когда мы уже потеряли всякую надежду, в 1994 году нас встретила директор ДК Красной Армии Слепцовской Тамара Багаудиновна Мархиева, которая пригласила нас уже в свой дом культуры, но с разрешением, конечно, директора колхоза тогда был Наурбиев Муса. И вот благодаря этим двум людям мы оказались в здании ДК имени колхоза Красной Армии, и там мы где и открыли свой первый театральный сезон. Буквально через 2 месяца, 23 марта 1994 году мы открыли свой театральный сезон первый. Это были спектакли, которые мы восстановили. Они были у нас в репертуаре Чечено-Ингушском театре. Но так как там долгое время, мы все знаем, и военный период там был, и застой был, и эти все спектакли пришлось восстановить, и мы восстановили их и своими руками, сделали свои куклы, декорацию и начали работать для нашей республики. В новое здание, в котором актеры работают до сих пор, ТЮЗ переехал летом 1999 года. До этого здесь располагалось Министерство культуры республики. Первым делом определили места для цехов пошивочного, бутафорского, столярного и художественного. Ни минуты свободного времени нет в пошивочном цеху. Здесь шьют наряды не только для актеров и кукол, но и наряжают сцену. Кроме пошива, мастерам приходится еще и реставрировать те или иные сценические костюмы. Айшат Мальсагова заведует цехом 15 лет. В самом начале швее приходилось самой выполнять всю работу, но такую нагрузку одной было не потянуть, поэтому пришлось искать напарницу. С каждым годом все больше, и условия, конечно, нужны, и работы больше нам, потому что уже для детей мы стараемся, чтобы единственный театр детский в республике. В пошивочном цехе что нужно? Для нас утюг, машинки, ножницы, да, раскроенный стол. Вот эти наши условия. А так вот то, что нужно, мы покупаем, если нитки там или иголки, вот всю эту фурнитуру, то, что нужно, мы покупаем. Планшетные, перчаточные, тростевые. Многие сразу и не поймут, что речь идет о куклах, а работать с ними и вовсе нелегко. Столярный цех можно смело назвать местом рождения кукол и декораций. В этих двух залах их мастерят при помощи обычных деревяшек, пластилина, гипса и красок. С годами цех значительно расширился, и станков здесь стало намного больше, ведь куклы и их механизмы совершенствуются. А декорации, как важная часть спектакля, и вовсе все время требуют доработок. В цеху чаще всего изготавливают тростевые куклы, а ведь именно они занимают больше всего времени и труда. Каждую подбирают индивидуально под руку актера, чтобы работать с нею на сцене было легко. Надо сначала эскиз сделать, потом потихоньку вот этот механизм делаем и собираем. Потом в итоге отдаемся художнику, он там закрашивает все, и оттуда в швейный цех. Там одевают куклы и все.
Лейла Хадзиева впервые взяла театральную куклу в руки весной 1984 года. Она хорошо помнит свой актерский дебют. До того, как стать настоящей актрисой, она полгода работала монтировщиком в Чечено-Ингушском театре кукол. Кукловождению, по мнению Лейлы, дается не каждому. Необходимо уметь одновременно правильно брать куклу в руки и переносить в нее все свое актерское мастерство. Свои первые постановки актриса начала ставить еще в 1998 году. Это помогло ей стать главным режиссером ТЮЗа в 2002. За все годы работы актриса добивалась того, чтобы о театре знали и говорили, и эти труды не пропали даром. Мы много выезжаем по фестивалям, показываем не только наши сказки, да, мы знакомим их с нашими профессиональными актерами, которым очень интересно. Ведь во всех фестивалях сейчас отмечается работа кукловода, а это сложный механизм тростевая кукла, где они все время на каждых собеседованиях говорят, это театр, который традиционно придерживается именно тростевых кукол и очень профессионально ведут эту куклу. Ну и, конечно, я хочу сказать, что 94 год он уже позади. Мы закончили все Ярославский театральный институт, и мы стали пополнять молодыми актерами. Приходили в основном совершенно случайные люди, так сказать, с улицы. Это около 7 человек, которые также закончили театральный и уже вжились в семью. Сегодня ТЮЗ берется за постановки любых жанров. В творческой копилке актеров 38 спектаклей, вошедшие в историю театра, и они радуют не только юных зрителей. Новыми спектаклями актеры стараются порадовать как можно больше детишек, посещая школы, детские сады, уделяя большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. А новогодние каникулы для театра и вовсе расписаны по часам. Есть периоды, когда было сложно, нужно было выживать. Сейчас период, когда надо созидать. Мы занимаемся этим, показываем свои спектакли, которые поставлены нашими ингушскими драматургами, реализовываем их творческие проекты. Театр, первый грант театральной главы Республики Ингушетия для поддержки творческих коллективов. Мы первые выиграли. Это «Сказка странствий» спектакль, который поставлен по мифам и легендам ингушских сказок. Мы его готовим вот в этом году в Рязань. Там будет фестиваль международных театров кукол «Рязанские смотрины». Каждый год коллектив ставит несколько новых постановок, а каждый спектакль – это не только сценарий и репетиции, но и новые куклы, новые наряды и декорации.